Заслушав мнение участников процесса и следов представленных в основании ходатайственного материала, дело суд находит ходатайство следователя законным обоснованным, подлежащим удовлетворению. В силу требований части 1 статьи 108 ПК заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении обвиняемого в совершении преступлений, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет при невозможности применения иной более мягкой меры пресечения. Вопреки доводам стороны защиты, суду представлено достаточно материалов по причастности Терентьева к совершению инкриминируемых им преступлений, в том числе и запрещающего протокола явки с повинной, протокол допросов свидетелей, а также результаты оперативно-розыскной деятельности. При этом виновность Терентьева в совершении вышеуказанных преступлений, как и обоснованность квалификации его действий, может быть дана судом лишь по рассмотрению уголовного дела по существу. Выводы следствия необходимости избрания Терентьева меры пресечения в виде заключения под стражу также, если его подтверждение являются обоснованными. Терентьев ранее по уголовной административной ответственности не привлекался, имеет постоянное место работы, жительства и регистрации на территории города Сыктывкара, а также место работы. Также обвиняемый Шпет, уход за пожилой больной матерью, беременной сожительницей, является участником ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, награжден медалями, ведомственным нагрудным знаком, имеет почетное звание заслуженный работник Республики Коми, почетную грамоту Республики Коми за многолетний добросовестный труд. Вместе с тем, Терентьев обвиняет в совершении 2 умышленных коррупционных преступлений, сопряженных с использованием своего служебного положения, одно из которых относится к категории тяжких, а другое к преступлениям средней тяжести, за каждый из которых уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы срок свыше 3 лет. При этом Терентьев длительное время занимал должность руководителя учреждения, в настоящее время является председателем комитета по бюджету, налоговой и экономической политике Государственного Совета Республики Коми, депутатом Государственного Совета Республики Коми 6-го созыва, в связи с чем обладает связями в органах власти и управления, в том числе правоохранительных органов, что с учетом избранной Терентьевой позиции по уголовному делу, а также содержащихся в представленных суду материалах сведения о приостановлении по указанию Терентьева пополнения сотрудниками фонда, созданного для выплачивания надбавок в целью сокрытия данных действий от правоохранительных органов, разъяснений последним сотрудникам о необходимости сохранения совершаемых им действий в тайне ввиду их противоречия законодательству, а также содержащихся в представленных суду материалах оперативно-розыскной деятельности, сведения о согласовании обвинения позиции с лицом ранее допрошенным по уголовному делу, в том числе о необходимости встречи с иным свидетелем, высказывания намерения оказания воздействия на сотрудников правоохранительных органов с целью уклонения от уголовной ответственности, а также необходимости уничтожения изобличающих документов, туда имеется достаточное основание полагать, что при избрании в отношении обвиняемого более мягкой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, Терентьев может воспрепятствовать производству по уголовному делу посредством оказания давления на свидетелей, изобличающих его в совершении преступлений, согласовать позицию с иными лицами, недопрошенными по уголовному делу, а также уничтожить и сократить иные доказательства преступной деятельности. Принимая во внимание наличие у Терентьева действующего заграничного паспорта, а также близкого родственника, проживающего на территории США, с учетом регулярных выездов за пределы Российской Федерации, представлены суду сведения о противодействии правоохранительным органам в установлении обстоятельств произошедшего и сборе доказательств. Суд находит обоснованным и доводы следователя о том, что при избрании в отношении обвиняемого более мягкие меры пресечения Терентьев также может скрыться от органов предварительного следствия и суда под тяжестью предъявленного обвинения. Характер и степень общественной опасности инкриминируемых Терентьеву преступлений, обстоятельства их совершения, также содержащиеся в представленных суду материалах, сведения о противодействии правоохранительным органам, свидетельствуют о необходимости избрания именно такой меры пресечения, как заключение под стражу. Иная мера пресечения на данной стадии расследования уголовного дела, по мнению суда, не сможет быть надежной гарантией правомерного надлежащего поведения обвиняемого, в связи с чем примененной более мягкой меры пресечения суд находит невозможным. Сведения о наличии Терентьева заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, суду не представлены. На основании изложенного по статье 108 ПК РФ постановил избрать по отношению обвиняемого Терентьева Игоря Яковлевича 63-го года рождения, уроженца поселка Щелеева Рыжинского района Республики Коми, гражданина Российской Федерации, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 30 января 2017 года включительно. Удовлетворение ходатайства обвиняемого Терентьева защитника Потапова об избрании в отношении Терентьева Игоря Яковлевича меры пресечения в виде домашнего ареста отказать. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке Верховной Республики Коми через специализированный городской суд в течение 3 дней его вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы обвиняемый вправе в тот же срок ходатайства своему участию в рассмотрении жалобы на постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судом апелляционной инстанции и в тот же срок со дня получения апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающего его интересы. Постановление понятно? Да. Копию вручаю.